день, дорогие наши зрители, добрый день! Мы снова рады видеть вас, ведь в сентябре на первом концерте детского музыкального абонемента «Путешествие в мир джаза» мы с вами узнали об инструментах джазового оркестра. И сегодня нас тоже ждут интересные и удивительные знания. Ну а в наших путешествиях по традиции нас сопровождает заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, дирижер оркестра, маэстро Анатолий Василевский. Скотт Джоплин, рэктайм, артист эстрады. Джазовой музыки, перелистаем страницы истории джаза. Он родился на рубеже 19-20 веков, и его развитие было бурным и стремительным, как сам 20 век. У нас сегодня с вами путешествие во времени, а проведем мы его вместе с экспертами-практиками в области перемещения в пространственно-временном континууме. И как вы думаете, кто же они? Кто-то догадался? Я подсказываю, это главные герои известного фильма «Назад в будущее». Ну, смелее. Ну что ж, давайте мы их встретим. Это Марти Макфлай и доктор Браун. Всем привет!
Добрый день. Мы с Марти с удовольствием прокатимся с вами по прежним временам. Я усовершенствовал машину времени, и теперь вы сможете путешествовать в комфорте прямо в своих креслах. Марти, тащи сюда пульт. Окей, док, все готово. Ну, а может мы все-таки там заглянем во времена зарождения рока, к Биллу Хейли, например. А то я как-то джаз не очень так. Нет, хотя у нас джазовый абонемент, конечно. Вот именно, Марти, джазовый. Я думаю, что и Марти, и всем зрителям в этом зале будет интересно путешествовать по истории джаза. Итак, наше путешествие начинается. Да, доктор Браун, вы готовы? Конечно. Мы перемещаемся вперед в прошлое, в 1914 год, и послушаем знаменитый джазовый стандарт, который называется «Сент-Луис Блюз». Он был создан ровно 100 лет назад, принадлежит перу негритянского композитора и дирижера Уильяма Хэнди, который в XIX веке, будучи трубачом, участвовал в театрах Министрели, а затем впоследствии около 25 лет руководил собственным оркестром. Уильяма Хэнди по праву называют королем блюза. Надо же! А я всегда считал, что Сент-Луи Блюз — это такая хоккейная команда из западной конференции НХЛ. Там играет знаменитый российский хоккеист Владимир Тарасенко. Как интересно, вот я об этом не знала. Что ж, интересная информация. Видимо, руководитель и организатор этого хоккейного клуба был большим любителем джаза. Итак, мы слушаем бессмертную мелодию «Сент-Луис Блюз».
эту знаменитую мелодию называется «Диксиленд». А вот какие инструменты входят в состав этого ансамбля, я сейчас хочу узнать у вас, дорогие зрители. А для этого мы Анатолия Александровича попросим назвать любые две цифры. Любые две, ну скажем так, 9 и у нас какой год? 14. Итак, 9-е место и 9-й ряд и 14-е место. Это тот самый счастливчик-зритель, который сейчас нам покажет, насколько он хорошо усвоил материал прошлого концерта. Марти, пожалуйста, помоги, приведи этого зрителя. А вот аплодируем, девочка в белом свитере. Ну что ж, пока не поднимайте, расскажу, что «Диксиленд» — это джазовый ансамбль, состоящий из белых музыкантов, которые подражали негритянским музыкантам, которые играли джаз в традиционном новоорлеанском стиле. Подходим сюда. Итак, давай познакомимся. Как тебя зовут? Настя. Молодец. Давай, перечисли, пожалуйста, инструменты, которые входят в состав «Диксиленда». Кларнет, саксофон, труба, тромбон. Молодец. Замечательно. Умничка. Садись на место и получай свою порцию аплодисментов. Здорово, здорово, молодцы. Также мы провожаем музыкантов «Диксиленда» аплодисментами. Спасибо вам огромное. И продолжаем наше путешествие. Ведь сейчас нас с вами ждет встреча с музыкой Петра Ильича Чайковского. Прозвучит замечательная, известная тема любви из его увертюры фантазии «Ромео и Джульетта». Так, значит, нам нужно в 1880 год. Ничего себе ты энциклопедист. Нет, мистер Браун, мы с вами отправимся в 20-е годы 20 века и отправимся с вами на встречу с симфо-джазом. Ведь сегодняшний концерт открыл именно такой оркестр. Вот он в составе имеет традиционные инструменты и джазовый оркестр, а также в него включены и струнные инструменты. Зачинателем стиля симфо-джаз является известный скрипач и дирижер Пол Уайтман. Он руководил оркестром, в репертуаре которого были и легкие, популярные, такие незамысловатые мелодии, а также и аранжировки в джазовой и симфонизированной манере. Итак, звучит великая музыка Петра Ильича Чайковского в джазовой манере. Встречайте!
немного задержимся в 20-х годах прошлого столетия, ведь это было золотое время джаза. Джаз слушали, джаз напевали, джаз танцевали. Ну вот, например, танец Чарльстон. Он возник из афроамериканских районов и в то время достиг невероятной популярности среди населения и благодаря сценическому воплощению профессиональных танцоров. Чарльстон можно танцевать под любую джазовую музыку. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Ведь детский хореографический коллектив «Задоринки» станцует нам Чарльстон под знаменитый джазовый стандарт «Когда святые маршируют». Давайте, встречайте! Большие джазовые оркестры, а приглашали одного пианиста, музыканта, пианиста, топера, который как мог развлекал публику на вечеринках и приемах. И в нашем музыкальном путешествии нас сопровождает очаровательная юная пианистка Карима Ибрагимова. Ученица детской
школы искусства строительного района, руководитель Виктория Корницкая. Прозвучит пьеса Манфреда Шмидца, которая так и называется «Буги-вуги». Так, ну, я так думаю, что нам пора дальше. Ну, или ближе. Дальше. Так, Марти, пожалуйста, будь немного конкретнее. Так дальше нам или ближе? Ну, дальше по программе нашего путешествия и ближе к нашему времени. Да, дорогие друзья, давайте мы попросим доктора Брауна поставить на пульте своей волшебной машины времени координаты. Город Нью-Йорк, 1937 год. День можно поставить любой, а вот время желательно после полуночи. Ведь мы с вами перемещаемся в золотую эпоху свинга, когда вся Америка, весь земной шар танцевал, раскачивался под музыку больших джазовых оркестров, который называется Биг Бенд. И вот как раз наш филармонический джаз-оркестр и является наглядным образцом оркестра Биг Бенд. И мы продолжаем. Мартин, ты что-то хочешь сказать? Нет? Мы послушаем с вами произведение одного из ярких представителей эпохи свинга. Это великий джазовый пианист, композитор Каунт Бейси. Кстати, в этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. И, конечно же, я снова хочу услышать, что же скажет Мартин. А вот почему же мы отправляемся в эпоху после полуночи? Да потому что следующее музыкальное произведение так и называется «Джаз после полуночи».
это великий джазовый пианист и дирижер Дюк Эллингтон. Ведь именно ему принадлежит знаменитая фраза, что без свинга нет джаза. А вот за свою страсть к элегантным одеждам, к шелковым рубашкам и кожаным ботинкам и благородные манеры Дюк Эллингтон получил от современников, от своих друзей шутливый сценический титул, высокий титул герцог. Дюк герцог Эллингтон. Давайте послушаем одну из знаменитых вокальных композиций Дюка Эллингтона в исполнении очаровательной, молодой, талантливой певицы. Встречайте, Аделя Яруллина! Конечно же, нельзя пройти мимо имени великого джазового тромбониста и дирижера Гленна Миллера. Он создал уникальное, неповторимое звучание своего биг-бенда. А когда грянула Вторая мировая война, Глен Миллер, как настоящий патриот своей родины Америки, записался добровольцем и возглавил военный оркестр ВВС США. Он писал специальные оригинальные джазовые композиции для военного оркестра, одну из которых мы сейчас с вами и услышим. Она называется «Американский патруль».
у тебя в руках? Винил? Хочешь стать диджеем? Какой еще винил, Марти? Это раритет. Пластинка фирмы грамзаписи Коламбия. Вот, посмотри. Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи и Бибоп. Правда, я не знаю, кто такой этот Бибоп. Ой, как будто кто такие Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи ты знаешь, да? Чё-то я, по-моему, опять что-то забыл. Но можно всегда спросить у миссис Камертон. Имя? Миссис Камертон! Миссис Камертон! Миссис Камертон! Что случилось? Что случилось? Доктор Браун, у вас в руках настоящий раритет. Пластинка 40-х годов, на которой записана джазовая музыка в стиле бибоп. А основателем этого стиля явились молодые талантливые нью-йоркские музыканты, саксофонист Чарли Паркер и трубач Дизи Гиллеспи. И давайте сейчас мы послушаем этот замечательный стиль, который требует от джазового музыканта виртуозного мастерства и знания сложной гармонии. И, конечно же, для нашего джаз-оркестра возможно все, в том числе и джазовый стиль бибоп. Давайте послушаем. дедушкам и бабушкам, которые вместе с внуками сегодня присутствуют в этом зале. А давайте посмотрим, много ли их. Руками помашите, чтобы... Достаточно, достаточно. Итак, звучит «Дедушкин джаз» в исполнении Ульяны Мусаткиной и Езели Шакировой, ученицы детской музыкальной школы номер 16 имени Олега Лунстрома, руководитель Эльвира Кашапова. Встречайте!
краски 60-е годы. Это возможно? Дорогая миссис Камертон, для вас все, что угодно. Марти, будь добр, принеси, пожалуйста. Вот он. А что интересного-то в этих ваших 60-х? О, Марти, столько интересных исторических, политических и различных событий происходило в это время. И именно в это время возник новый джазовый стиль под названием cool джаз, прохладный джаз. И основоположником этого стиля является джазовый музыкант, новатор Майлз Дэвис, которого современники называли черным принцем джаза. Давайте послушаем музыкальное произведение в этом джазовом стиле. Cool джаз. Джаз нас немножко охладил, а я предлагаю сейчас устроить горячую танцевальную паузу. Ведь мы с вами в эксцентричных 60-х годах, когда мир сходил, танцуя шейк, твист. Ну а мы с вами давайте попробуем знаменитый танец Мэдисон. Поможет нам в этом детский хореографический коллектив Задоринки. Давайте поприветствуем их. Также поучаствовать в нашем танцевальном флешмобе мы приглашаем всех желающих. Не стесняйтесь, поднимайте на сцену, но те, кто немного стесняется, могут танцевать в проходах. А уж кто совсем стесняется, тогда двигаемся, сидя на местах, аплодируем и двигаем ручками. Маэстро, музыку!
как новая штучка, новая фишка. Ну и самая, пожалуй, известная мелодия в стиле босса-новы — это музыкальная композиция, которая называется «Девушка из Ипанемы». Давайте послушаем. Дорогие друзья, можно добавить к тому, что стиль босса-нова используется и сегодня и на российской эстраде. Ярким представителем стиля босса-нова мы можем назвать Леонида Агутина. Ну а музыкальная пьеса, которая только что прозвучала, «Девушка Ипанема», занимает второе место по количеству записанных версий после знаменитой песни «Beatles Yesterday». Ну, раз у нас зашла речь о Beatles, давайте послушаем не менее знаменитую песню из репертуара этой легендарной группы. Для вас поет Анастасия Гиниатуллина. Bye.
Уважаемая миссис Кауэрт, не могли бы вы исполнить мою малюсенькую просьбу и вернуться назад в 50-е годы, во времена моей бесшабашной юности, и оторваться от рок-н-ролля? Ну, конечно же, уважаемый доктор Браун. И еще я хочу вспомнить о том, что Марти в начале нашего путешествия хотел побывать во времена зарождения рока, не так ли? У Билли Хейли? Да, ведь именно роковый музыкант Билли Хейли прославился тем, что феерично, виртуозно исполнял выросшую из джазовых недр композицию в стиле рок-н-ролл, которая называется «Around O'Clock». Давайте встречайте. Во времени от блюза до джаз-рока. И сейчас прозвучит музыкальная пьеса в стиле джаз-рока. Основоположником этого стиля является музыкант, новатор Джо Завинул. Давайте послушаем замечательное произведение, которое называется «Бёрланд» — «Страна птиц».